В силу ряда субъективных политических причин абхазским спортсменам чаще всего не удается выступать на международной арене под своим флагом. Но каждая их победа на мировых первенствах крайне важна для нашего государства, пусть и в составе других сборных, подчеркнул президент Рауль Хаджимба, встречая Асланбека Гварамия и его тренера Тимура Джопуа. Для нас очень важно, что спортсмены Абхазии, вне зависимости, где они борются, на каких площадках, все равно представляют нашу страну. И надеюсь на то, что у тебя еще впереди очень будет много побед. Верю в то, что это будет так. И с нашей стороны мы будем стараться поддерживать вас, тех, кто на сегодняшний день представляет нас на спортивных аренах. Будет и России, будет и где-то в другом месте. К сожалению, не всегда получается, как мы хотим. Зачастую политика вмешивается в процессы и спортивной жизни, но я надеюсь на то, что в скором времени наши спортсмены будут выступать от имени абхазского государства. С нашими спортсменами, под нашими флагами будут еще много побед. Золото первенства далось Гварамия нелегко. Выход в финал, по словам Асланбека, был психологически сложнее завершающей встречи. Ведь финалист уже получал путевку на чемпионат мира среди кадетов, который состоится с 28 по 30 июня в Сараево. Здесь абхазский борец представит российскую сборную. Схватки были тяжелые тоже. Вот вторую схватку 4-4 выиграл тоже с помощью Всевышнего. Победу одержал. За выход в финал больше радовался, чем в финале, потому что знал, что уже минимально даже уже на Европу еду. А в финале уже, когда выиграл, не столь радостно, чем за выход в финал было. Прием президента понравилось, очень вдохновило меня на чемпионате мира. Думаю, поможет мне. И там хороший результат. Президент преподнес в подарок Асланбеку Гварамия юбилейную серебряную монету, пожелав новых побед. Подарки спортсмену и его тренеру в этот день вручали и в Госкомитете по спорту. Как подчеркнул его председатель Баграт Хутаба, в абхазском спорте уже сложился костяк борцов, хорошо известных на международной арене. При этом потенциал абхазских борцов-вольников еще предстоит развить, а международные встречи нужно проводить и в Абхазии. С тех пор, как война закончилась, много упущено. И поэтому нам в кратчайшее время все это нужно восстанавливать. И на самом деле мы должны целенаправленно идти к тому, чтобы и руководство должны, думаю, что поддержат нас в этом плане, и, несомненно, чтобы у нас был многофункциональный спортивный комплекс, чтобы крупные мероприятия проводить. Не то, что мы выезжаем, а именно здесь проводить ряд мероприятий. Присоединились к поздравлениям и представители первого мобильного оператора Абхазии, компании «Аквафон». Пожелание новых побед и смартфон Apple iPhone 6 как поощрение борьбы за продвижение признания Абхазии на международной арене. Спорт – это один из инструментов, как мы понимаем, нашего признания. Это продолжение нашей борьбы за независимость. И каждый успех, каждая удача любого нашего спортсмена, от самых маленьких до взрослых, это вот еще один шажок к нашему признанию, к тому, чтобы еще раз сказали слово «Абхазия» на международной арене. В соревнованиях в Якутске участвовали 350 спортсменов из всех регионов России. Отобранному в сборную России Асланбеку Гварамия уже на днях предстоит еще более представительный и сложный турнир, на котором для каждого из нас он будет в первую очередь абхазом.